Видные общественные деятели Коми назвали результаты выборов логичными и ожидаемыми. По их мнению, серьезных конкурентов у Вячеслава Гайзера нет, он бесспорный лидер. И тому есть веские причины. Любовь Лапина собрала мнение экспертов. Жители Коми определились с выбором. Следующую пятилетку они хотят прожить под руководством Вячеслава Гайзера. Такой исход голосования нисколько не удивил бывшего мэра Воркуты, а ныне члена Общественной палаты России Игоря Шпектора. Победа Вячеслава Михайловича была бесспорной, предсказуемой. Гайзер бесспорно сегодня настоящий лидер, очень мощный человек, и с его именем жители Воркуты могут связывать дальнейшее развитие республики. Что касается оппонентов или желающих баллотироваться, то на ближайшем будущем, на небосводе, я таких фигур не вижу. Общественники Коми также едины в своих комментариях. Вячеслав Гайзер не просто единственная достойная кандидатура. Именно благодаря ему республика за последние 4 года достигла высоких показателей в самых разных отраслях и сферах. Сегодня республику не сотрясают катаклизмы. Относительно спокойная республика. По рейтингам она занимает устойчивые, лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. И коней на переправе не меняют. Об этом народ сегодня и сказал, что доверяет Гайзеру. И я уверена в том, что эти 5 лет, они действительно, для меня-то она, я уже давно говорю, территория мечты. Но Вячеслав Михайлович в своей программе говорил о том, что вот сделать республику Коми территорией мечты. Я сегодня уже говорила избирателям, что мы живем в регионе, который, можно сказать, что является вот таким регионом, о котором многие только мечтают. Победу Вячеслава Гайзера не оспаривают даже его конкуренты по борьбе за губернаторское кресло. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в не только явке, но и в результате победителя, что он убедителен. Согласитесь, в республике не было таких цифр, наверное, никогда. Если вспоминая историю не только последнего периода, но и до этого, здесь сложно сомневаться. Я уверен, что здесь не было, во всяком случае, я не наблюдал каких-то фальсификаций, чем, к сожалению, бывало грешили другие избирательные кампании. Здесь именно процесс голосования и подсчета был максимально открыт, честен. О победе сегодня ночью высказался и руководитель штаба общественной поддержки Вячеслава Гайзера, академик Михаил Рощевский. Российский ученый-физиолог, благодаря которому в Коми была создана научная школа по электрокардиологии и организован современный кардиологический центр, поблагодарил весь коллектив штаба за активную работу и отметил, хоть Вячеслав Гайзер и выдвигался от партии «Единая Россия», реально его поддержали самые разные люди. Получилось, что у нас вне партии, вне каких-то коалиций, каких-то еще, то есть собрались те люди, кто знает лично Вячеслава Михайловича Гайзера, кто знает его работу, кто сталкивался с ним по каким-то очень конкретным делам. И вот эти люди во всей республике, они каким-то образом проявили себя замечательно. Причем в некоторых вопросах меня удивили результаты. Вы знаете, вот то, что я сейчас прочитал по интернету, я не знаю, так сказать, это, может быть, не совсем официальные данные, но и когда в Сосногорске в некоторых местах 100% голосовало, это что-то удивительно хорошие результаты, просто замечательные. Такой высокий процент доверия на выборах Вячеславу Гайзеру – это не только оценка его прошлой работе на посту губернатора, но и серьезный вызов на ближайшие 5 лет. Важно не только сохранить все то, что уже сделано, но и приумножить. Губернатору Гайзеру это вполне по силам, уверены эксперты. Любовь Лапина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.